Также Верхневилюйский район издавна является родиной борьбы Хапсагая. И накануне празднования Исеха 23 июня на стадионе Усть-Хасун состоялась матчевая встреча сборной Республики Тыва и сборной Верхневилюйского района. Кто стал победителем и чья сборная взошла на пьедестал славы, в репортаже Евгения Абрахова. В 60-е и 80-е годы прошлого столетия именно борьба куреш дала многих талантливых борцов по различным видам борьбы. Верхневилюйский улус выставил на встрече две команды. Представители Тывы, в основном мастера спорта по сумо и по борьбе хуреш, хорошо подготовились и изучили борьбу Хапсагай. И уверенно начали соревнования. И начало получилось весьма зрелищным, что порадовало зрителей и задало темп соревнования. Проигрывая 2-0, уже сразу почувствовал, что он устает. Вот мне выпал шанс. Сразу вот первую атаку ногу не получилось, только за ковер. А потом вот осталось несколько секунд. Сразу пошел в ногу и свалил его. Среди зрителей было много ветеранов борьбы, которые вспоминали, как они в 70-е годы встречались с представителями республики Тыва. Усардел победил. А потом по очкам проиграл Улан-Удэнский, Бурятский. Но он засудил как-то, если так взять. Но он очень быстро проиграл тувинцев. А я тувинцев выиграл быстро, вот поэтому и все равно занял первое место. Вот такой случай бывает. На протяжении всей встречи спортсмены показывали свое мастерство. Представители Республики Тыва доказали, что могут наравне соревноваться с нашими борцами. Яхтусские борцы очень сильные, борные борцы тоже. Вот хапсагаисты тоже очень сильно уровень, хорошо подготовились. Далее борцы Республики Тыва намерены участвовать в состязаниях во время проведения Исеха Верхневилюйского улуса, что укрепляет дружественные отношения между нашими республиками. Я в студенческие годы учился в Красноярске, и якутская диаспора постоянно проводили спортивные состязания, мероприятия, и Хапсагай тоже проводил. Я там участвовал, выигрывал, вот как раз хорошо знал про борьбу Хапсагай. Финал соревнования пришелся поздним вечером, и ковер, став скользким, не позволил некоторым борцам показать себя в полную силу. Но даже этот факт не омрачил в этот день праздник спорта. В итоге вторая сборная Верхневилюйского улуса заняла первое место, сборная Республики Тыва – второе. Евгений Абрахов, Алексей Старостин, Александр Адамов, Верхневилюйск.